В Казахстане нет ни одной семьи, где бы не знали Розу Багланову. Живая легенда казахской степи, олицетворение народа и страны. Ее завораживающий голос покорил миллионы сердец. Сценой для ее выступлений служили танки, окопы, сельские клубы, сочный джаляу, пшеничные поля, буранные зимовки, лучшие концертные залы и дворцы мира. Ей рукоплескали и солдаты, и простые люди, и представители самых высших эшелонов власти. Будущая легенда родилась 1 января 1922 года в Казалинске. Папа Розы Тажибаевны в совершенстве знал английский, французский, немецкий, фарси, арабский, узбекский, казахский, русский языки. В Октябрьскую революцию служил в Бухарском Эмирате, был в высоком офицерском чине. Всего в семье было 2 детей – Роза и ее младший брат. Петь Роза научилась у своей бабушки Куньки. Еще с 4 лет маленькая Роза пела народные песни и танцевала так, что никто не мог ее остановить. В 6 лет участвовала в детской олимпиаде, получила первую премию. После этого участвовала в 9, 11, 14 лет и всегда выходила на первое место. После смерти отца семью оберегала бабушка Розы. Младший брат погиб на фронте в 1943 году. Он был связистом. В будущем Роза Тажибаевна еще долго будет искать его, отправлять запросы и верить, что еще сможет найти. Можно сказать, что уже в раннем возрасте Роза стала единственной опорой и надеждой для своей семьи. После школы в 1939-1941 годах она училась в Кызылординском педагогическом институте. После поступила в Ташкентский текстильный институт, так как там обеспечивали жильем в общежитии, бесплатным питанием и можно было одновременно подрабатывать ткачихой. Но завершить учебу ей было не суждено, благодаря случаю. Роза часто пела для родственников в Ташкенте, прямо во дворе дома. Однажды, во время такого концерта, кто-то постучал в калитку. Большой человек в черном костюме оказался Кар Якупов, солист Ташкентского оперного театра и одновременно директор филармонии, в которую он и пригласил ее на слушание. Затем известная узбекская певица Тамара Хану попросила Якупова отдать девушку ей в ученицы, и она сделает из нее главную солистку ансамбля. С 1941 года работала в Самарканде в Государственном женском ансамбле песни и пляски Узбекской ССР, Узбекской филармонии. В перспективе у Розы была учеба в Московской консерватории, но в один миг рухнули все планы молодой девушки. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами! Она ушла на фронт вместе с ансамблем. Фронтовые концертные бригады появлялись тогда в самых жарких местах боевых действий, поднимая своими выступлениями дух солдат перед боем. Роза Тажибаевна прошла войну, начиная с 17 августа 1941 года до победного конца, была на всех фронтах, пела под свист пуль в окопах, землянках, на передовой. Своими песнями воодушевляла бойцов на подвиги, вселяла веру в победу. Она вытаскивала раненых солдат с поля боя, встречалась со всеми маршалами Советского Союза, в том числе с легендарными командирами Коневым и Рокоссовским. 2 раза была дома в гостях у Сталина. До Рейхстага не дошла всего 70 километров. Пела все народные, военные и фронтовые песни. «Огонек», «Катюшу» и многие другие. Кстати, «Темную ночь» она исполнила раньше, чем Марк Берне. Однажды Розу по узенькой дорожке привезли в длинный окоп. Кругом мины. Она пела весь голос, и капитан просил петь потише, потому что фашисты думали, что советские войска с песней идут в атаку. Ее смогли отпустить только с заходом солнца, потому что немцы, услышав голос Розы, приготовили самых лучших снайперов-стрелков, чтобы сразить певицу. На войне приходилось делать все, и тем более вытаскивать раненых, когда не хватало медперсонала. На спине автомат, на руках плащ-палатка, одежда больших размеров. За мужество и героизм была награждена командованием 12-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Западного фронта. Роза Тажибаевна была единственной артисткой СССР, удостоенной 2 медалей за боевые заслуги. В ее жизни были тысячи концертов, ей довелось быть на одной сцене с такими известными артистами, как Вертинский, Уланова, Плесецкая, Илинский, Райкин.
была лично знакома со многими мировыми государственными деятелями. Но фронтовые концерты, как говорила сама певица, самые памятные, потому что ее песни помогали людям выжить. Фронтовой репертуар Розы Баглановой насчитывал около 500 песен на 20 языках. Одна из особо популярных является всем понравившаяся песня «Ах, Самара, городок». По воспоминаниям ее самой, эту песню она впервые услышала на одном из фронтовых концертов в исполнении Руслановой, после чего начала исполнять ее сама. Самой Руслановой исполнение Розы очень понравилось, и она фактически подарила начинающей казахстанской певице эту песню, ставшую ее визитной карточкой. За свою долгую творческую карьеру Роза Багланова побывала во многих уголках мира. Розу одинаково тепло встречала публика в Польше, в Германии, в Венгрии, в Австрии, Чехословакии, Китае, Корее, Индии, Канаде, Швеции, Бельгии. Популярность была сумасшедшая. В каждой стране она пела песни на языке ее публики. Куда там? Лишь бы надо подать народу. Подать. Вот я и немецкие песни пела, это привоспела, шведские песни пела. А как народ принимал? Как народ принимал? Песня, да? Да, песня, она душа народа. Ее только нужно умело спеть. Сказать, что после окончания войны карьера Розы Баглановой пошла в гору, не сказать ничего. Она у нее была головокружительной, ошеломляющей. В 1946 году она становится дипломатом второго всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве. Спустя 3 года лауреатом второго международного фестиваля молодежи и студентов в Будапеште. А в 1955 ей присваивают звание народной артистки Казахской ССР. И через 12 лет она становится уже всенародной артисткой Советского Союза. Список почетных наград Розы Баглановой представляет собой энциклопедию советской флористики от орденов Ленина и Трудового Красного Знамени до орденов Дружбы народов и Знака почета. Позже, в годы становления независимого Казахстана, Роза Тажибаевна удостоится и высшего звания Халық Кахармана. В период пика ее популярности имя Роза давали каждой второй новорожденной девочке в Казахстане. Одной из них была и народная артистка Республики Казахстан Роза Рымбаева. В жизни она была человеком мягким, душевным и бесконечно добрым, помогала всем, кто обращался к ней за помощью, при этом никогда не просила чего-то для себя. Ну а в работе ко всем, включая саму себя, была максимально строгой и каждый раз щепетильно относилась к каждому выступлению и костюму.
Другого уровня, кроме как идеально, она не принимала. У Розы Баглановой не было свободного времени. Постоянные гастроли, концерты, встречи с народом. Она практически жила в постоянных поездках, но всегда была в форме, в хорошем расположении духа и возвращалась в свою любимую Алмату, к своему сыну. Находясь во всех уголках Казахстана, она видела, как живет народ, и всегда переживала за него всем сердцем. Одна из первых не побоялась выступить и рассказать о проблемах Орала и закрытии полигона. С высокой трибуны она кричала о трагедии целого народа. То, что натворили наши, в кавычках, величайшие ученые. Как я могу говорить о таких ученых, что они убивают в утробе целую нацию? Нацию убивает. В другое время мы бы говорили, вот, что это вредительство. А что мы скажем, если они академик Союза СССР, герой соцтруда, лауреат дважды, трижды? На казахской территории там что? Семипалатинский полигон, Байконуре космодром, в Орале яд. Как жить казахам? Если это был бы в загранице, в Америке, как бы мы кричали, что целую нацию убивает. Не только Казахстан ведь. Я в тех местах была. Мне было очень тяжело. Когда нет глаза, когда нет неба, рождается, нет неба, нет на голове волос, нет руки. Ну как? Нет ноги. Что это значит? Кого надо спросить? Кому надо говорить? До какой инстанции нужно дойти, чтобы услышали боль, горе, трагедию целой нации? Так может говорить только настоящий патриот, который всей душой болеет за свою родину. Человек, жизнь которого – это служба народу. Она внесла большой вклад в общественные деятельности, в развитие и популяризацию казахской народной музыки и творчества композиторов Казахстана. «Маленькая казашка» – так ее называли деятели культуры Советского Союза. На протяжении всей творческой деятельности Роза Багланова была и остается образцом женской красоты, человеческого обаяния и беззаветного служения сцене. О таком творческом долголетии нынешним артистам остается только мечтать. Специально для нее писали песни лучшие советские и казахские композиторы. Одним из них стал никому неизвестный тогда молодой начинающий композитор, а ныне легенда отечественной музыки, народный артист Казахстана Ескендір Хасангалиев. Она излучала тепло и свет, когда выходила на сцену. Ее знали и обожали все. Тяжело говорить о масштабах публики Розы Топжбаевны. Ее билеты раскупались с огромной скоростью. Она была редким человеком и большой артисткой, творчество которой уникально и неповторимо. Она была учителем, служителем народа, прекрасной женщиной и матерью. Роза Багланова – целая эпоха, в которой судьба сводила ее со Сталиным, Хрущевым, Брежневым, Ким Ир Сеном, Мао Цзэдуном, Джавахарлалом Неру, Индирой Ганди, Александром Вертинским, Галиной Улановой, Игорем Ильинским, Майей Плесецкой, Святославом Рихтером и многими-многими другими. Но ее счастье, всегда говорила певица, заключается в счастье народа, в покое нашего народа и ее семьи. Моя прекрасная республика, мой народ, большое вам спасибо за то, что вы такие добрые. Я делаю перед вами низкий поклон, пока бьется в моей груди сердце мое, я не перестану служить вам. Роза Багланова скончалась 8 февраля 2011 года после обширного инфаркта. 1 января 2022 года легендарной певице исполнится 100 лет. Она до сих пор популярна среди любителей песенного творчества в нашей стране и за рубежом. Сердце Розы Топжбаевны перестало биться.
но в каждой казахстанской семье можно услышать ее голос. Легенды казахской степи. Көз алдыма өзіңді мен іздемей кім іздейді арына махаббаттың шырай керек шын сүйген азабына шыдайды ән айттым арына саған ұнаймады әдем ау мені сүйсең мұңаймады Өзіңді өміріме сән бергенде дүниеде соған ауыру тең келгенде сәулем ау сен келесің көз алдыма аққайың самал желмен тербелгенде жас жаным сен аңсамай төзе бар ма